Одна из важных тем, которая сейчас активно присутствует в медийном пространстве, вопрос о политической составляющей. Все обсуждают политику, смотрят телепередачи, ток-шоу политические, считают, что это и есть политика, что выборы – это политика, что партийные проекты – это политика, что горлопаны, которые вещают без устали 24 часа в сутки, это есть политика. В действительности это политиканство. Это изложение политики на очень низший материальный уровень, а настоящая политика, настоящая политическая присутствует в совсем других сферах. Политическая – это всегда вопрос о подлинной власти, это вопрос о проекте, это вопрос о, с одной стороны, будущем, а с другой стороны, о конце времен. И в этом смысле, конечно, политическое является сугубо философской категорией. Собственно говоря, так было и раньше, когда считали, что политическое является частью философского дискурса. Но философского, опять-таки, не в том смысле, который воспринимают современные люди как нечто отвлеченное. Это вопрос о фундаментальных вещах, о смысловых вещах, вопрос о жизни, о смерти, вопрос о власти настоящей, не управлении. Это тоже важная категория. Люди путают управление и власть. Они путают управленцев, менеджеров, и они путают людей, харизмы людей, которые отмечены особым знаком, чтобы властвовать. Да, это то, что называется харизма с греческого, переводимо как дар, дар свыше. Так вот, политическое всегда было связано вот с этими смысловыми изначальными вещами. И в этом смысле, конечно, был прав Аристотель, который говорил о том, что политика – это дело королевское, но не в смысле, что вот такие вот дворцовые дела, приемы, значит, пируэты и все остальное, что возникает при образе короля. В смысле, это дело элиты, высшей элиты. Кого он имел в виду? Он имел в виду некую трехчастную модель, при которой есть правители, которые наделены этим статусом, есть воины, есть такие люди, которые составляют костяк любого политического общества. Есть некий люд, простой люд, крестьяне, ремесленники, ну то, что сейчас называется, там, условно говоря, пролетариатом, да, или там средним менеджерским звеном. Так вот, он считал, что у каждой вот этой категории есть, помимо того, что своя система ценностей, также есть и своя внутренняя доктрина, и исходя из этой внутренней доктрины, потому что, условно говоря, крестьянин или там менеджер, он, по сути говоря, его внутреннее содержание не подразумевает того, что он может заниматься другими вещами, что он может стать там большим ученым или большим политиком. Его вся сущность, она менеджерская, в этом нет ничего плохого. То есть человек создан таким образом, он уродился таким и соответствующим образом, согласно этим, как сейчас говорят, по Сеньке шапка, да, вот как он уродился с некими, скажем, навыками, или к чему у него есть предрасположенность, вот он этим и должен заниматься. Когда человек занят не своим делом, понятно, что все происходит тартарары. В этом смысле он и говорил, что политика, политея, это вопрос элиты. Но элиты опять-таки не той, которая сейчас является, это просто узурпаторы, а настоящей элиты. Кто такая элита? Элита – это та часть политеи, политического общества, которая жертвует ради неких идеалов. Это люди, которые бросают вызов трудностям, бросают вызов опасностям, системе. То есть эти люди, которые соприкасаются всегда с опасным. Эти люди, которые, что называется, находятся на линии огня. Не каждый человек ведь готов сопротивляться, сражаться, воевать, бороться. Кто-то, как говорят в таких случаях, кишка тонка. А кто-то считает, что его внутренняя идентификация, его возможность – это быть героем. И в этом плане этот процент людей
небольшой. И вот эти люди и занимаются политикой. Это их сфера, как он считал. Но при этом остальные люди тоже должны соучаствовать в этом деле. Откуда и пошло понятие политика от греческого политея, община, полис и так далее. То есть 5000 человек, как считалось, Аристотель способны, это вот оптимальная, так вот верхняя планка, при которой сообщество может управлять само собой. Тот человек, который не участвовал в жизни общины, полиса, сообщества, махалли, скажем так, тот изгонялся и назывался айдиотом, идиотом. То есть с греческого это частное лицо, откуда происходит современное понятие ID, identity, да, идентификация и так далее, идентичность. Это некое частное лицо. Вот если ты занимаешься частным делом, то он изгонялся, подвергался остракизму и удалялся. То есть он не участвовал в жизни общины, полиса. Но возвращаясь как бы к нашей изначальной теме, почему важно для татар заниматься политическим? И что значит для татар политическое? Мы знаем, что на протяжении почти 2000-летней истории татары всегда были в авангарде исторических процессов. Они всегда находились в элитарных просторах. Они правили или воевали, или организовывали инфраструктуру цивилизации. В этом смысле, действительно, у них политическое является генетической формой их внутреннего бытия. И татарин, настоящий татарин, который не может управлять, но не в смысле менеджерском, а в смысле не понимает, что такое власть, что такое политический проект, он, скорее всего, является адетом. Не в плохом смысле, он является частным лицом, который как бы отдален от принятия общих решений. Но элита должна быть именно носителями вот этой вот королевской власти по-аристотелевски. То есть это дело людей, которые ведут прямой диалог с историческим процессом. Это люди несут в себе понятие власти в настоящем, потому что власть – это всегда проект, большой проект. Это не проект улучшения жизни, например, улучшения там, показателей надоя скота или же, значит, там, создания каких-то экономических кластеров. Нет, это вещи уровня ниже, это уровня менеджерского, управленческого звена. В то время как по-настоящему человек элиты, он решает вопросы фундаментальные, философские, скажем так, бытийные. И их не может быть много, но при этом политическое должно обязательно присутствовать, потому что без политического нация начинает разваливаться, потому как она есть сугубо политический проект. Вне политического проекта политическая нация быть перестает, она рассыпается и превращается просто в содружество неких племен, как, например, где-нибудь в джунглях Амазонии или где-нибудь на крайнем севере. То есть они уходят в такой локализм, уходят в такой распад, при котором их не волнует окружение, окружающая действительность, их не волнует общий исторический вектор, да? Они не делают историю, они просто живут и растворяются в этой среде благодатной или враждебной, там уж в зависимости от обстоятельств. Но народ политический, нация политическая всегда находится в авангарде, всегда впереди. Она всегда беспокоена какими-то процессами, и она всегда соучаствует. Всегда. Евреи политической нации, пожалуйста, куда вы ни киньте клин, везде увидите присутствие еврейского начала. Или, например, там англичане, политическая нация, бесспорно, потому что они владели полмиром, и они дали концепт политический, что такое власть, что такое империя, что такое система управления. Они, в общем-то, выстроили целую систему ценностей через там Локка, через, значит, экономический детерминизм и так далее. Германия, германцы – политическая нация, потому что они, как сказал Генрих Гейне, если я не ошибаюсь, что немецкий язык, немецкий философский язык нужен для того, чтобы сформулировать политическое, а в то время как
французский нужен, чтобы это политическое реализовать на практике. То есть мы видим, что даже для того, чтобы сформулировать актуальные вопросы политического с большой буквы, конечно, нужно иметь не просто особый язык, нужно иметь носителей этого политического философского языка. И такие люди не рождаются из небытия. Это обязательно люди, которые выварены, скажем так, из питательного бульона, из среды, которая присутствовала. Тысячелетнее скитание евреев в политическом рассеянии родило эту политическую нацию. В Германии тоже после столетий раздора и вот этого дробления, наконец-то там при Бисмарке объединилась, но объединилась в том числе усилиями там Канта, Гегеля и других. То же самое там англичане. И вот сейчас у татар стоит такая же проблема, тоже 2000-летняя история, некое, скажем так, скитание по Евразии, но скитание не в таком простом значении. Это скитание в поисках политической оптимальной модели. Она была, и имперское строительство было, и строительство цивилизационных каких-то концептов и конструктов. И сейчас татары находятся в авангарде общероссийской, в том числе, политики. Поэтому в отношении татар идет и давление по всем фронтам, и делают все, чтобы было забвение языка, потому что язык – это прежде всего зеркало вот этого политического говорения. Да? Это происходит через попытку очернения истории, потому что не знающий истории вряд ли может планировать будущее, или, как говорил тот же Ломоносов, не знающий прошлого, у того нет настоящего, у кого нет настоящего, у того нет будущего. То есть эти все вещи связаны. И это, конечно, сильное желание лишить татар образования, потому что, как говорил Гаяс Исхаки, наверное, такой главный политический мыслитель современности, образование – это первый шаг к освобождению. Вот политическое – это освобождение, в том числе от внутренних пут неверия, незнания и нежелания. Так что политическое – это вопрос наиважнейший, фундаментальный, поэтому татары всегда как бы и сознательно, и где-то бессознательно выходили на политические рубежи, на строительство неких глобальных политических концептов.